Для одиннадцатиклассников наступил, пожалуй, самый волнительный период – время проверки школьных знаний. Сегодня молодые люди сдали государственный выпускной экзамен по русскому языку. Он именно для тех, кто хочет получить аттестат, но не планирует поступать в вуз. Таких в республике 480 человек. Настроение выпускников передаст Анна Зубарева. Благодаря графику входа в Коми-национальную гимназию без столпотворений. Тут же меряют температуру и обрабатывают руки. На всех маски. Соблюдают строгие требования по предупреждению распространения ковида, как видим, и министра образования Коми Наталья Якимова. Она тоже пришла поддержать выпускников. У последних вообще день не из легких. Перед экзаменом даже карманы проверяют. Мы здесь проверяем наличие запрещающих предметов, к каким относятся мобильные телефоны и все средства связи. Если обнаруживаем, естественно, забираем. 480 человек – это 10% от всех выпускников Коми решили в этом году не поступать в высшее образовательное учреждение. Им предстоит сдать только 2 экзамена – по математике и русскому языку. Не скрывают, волнуются очень. Волнуюсь. Волнуетесь? Не уверены в себе? Нет. У государственного выпускного экзамена 5-бальная система оценки. Русский и математику, чтобы получить аттестат, этим ребятам надо сдать не ниже 3. Есть здесь и юноши, которые, напротив, совсем не волнуются. Если позволите сказать, спокойны, как удавы. Воду, шоколад, потом ручки, паспорт, все, что надо, то есть все взял. Маску также вот. Больше ничего как бы и не надо для успешной сдачи. Волнения нету, просто готовность. Подготовка учителей помогла. В Коми-национальной гимназии сегодня 31 выпускник. Сдают в 5 аудиториях. В кабинетах разное количество человек, в каких-то по 9, где-то 3. Самое главное – рассадка в шахматном порядке. И в каждом классе видеонаблюдение. Это один из главных критериев выбора пункта проведения экзаменов. К слову, в гимназии школьники традиционно сдают ЕГЭ. Требования по организации, они идентичны ЕГЭ. То есть ничего не меняется, немножко меняется сама работа, сама организация проверки, время написания. То есть, если так можно сказать, чуть проще, наверное, по сравнению с единым государственным экзаменом. Результаты станут известны не позднее, чем через 2,5 недели. Все 11-классники после написания итогового сочинения получили допуск к этому экзамену. А потому министр уверена, у каждого есть большой шанс получить аттестат о среднем общем образовании, а затем отправить документы в подходящий себе колледж или техникум. В регионе есть из чего выбирать. Анна Зубарева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.